сегодня, в Международный день прав человека, в дни, когда у нас в Кыргызстане идет глобальная кампания «16 дней против гендерного насилия», мы презентуем наш онлайн-курс. Курс предназначен для обучения судей, прокуроров, сотрудников милиции и адвокатов. И он был разработан в рамках проекта программы развития ООН «Поддержка соответствующим государственным органам в оцифровке услуг жертвам семейного, сексуального и гендерного насилия посредством помощи пробона». Сегодня мы хотим рассказать о нашем уникальном опыте по разработке курса, по его внедрению и институционализации. Вообще идея создания такой онлайн-платформы, она возникала давно, но однако особую актуальность она приобрела в связи с задачей цифровизации государственных услуг, которую поставили перед нами президент и правительство нашей республики. Если смотреть в целом, то расследование уголовных дел, связанных с насилием в отношении женщин и девочек, они требуют специальных подходов. Однако изучение практики показало, что работники правоохранительных судебных органов часто нечувствительны в должной мере к состоянию потерпевших и воспринимают гендерные преступления и половые преступления как рядовые и все другие уголовные преступления. Например, используются одинаковые подходы при работе с потерпевшими, их опросе, очных ставках, в преступлениях, например, таких как кража и таких как изнасилование. И допускались случаи необоснованного отказа от уголовного производства по делам о семейном насилии, гендерном насилии, а участие прокуроров демонстрировало отсутствие заинтересованности в защите прав и интересов потерпевших. И все это вело к нарушению прав, дискриминации прав потерпевших. В результате этого потерпевшие от гендерных преступлений, от половых преступлений, они были часто вынуждены оправдываться перед правоохранителями и судьями. Почему именно с ними случилось это преступление, почему именно они пострадали от него, как они оказались в этом месте и так далее. Вот такие вопросы и такое положение дел негативно сказывается на обращаемости женщин и девочек, пострадавших от гендерных, от половых преступлений, от принудительных браков в органы милиции и, по сути, закрывает для них доступ к правосудию. Вот именно поэтому правительство Кыргызской республики, профильные министерства, судебные органы, общественные и международные организации стали уделять особое внимание повышению профессиональной подготовки сотрудников, которые занимаются расследованием этой группы дел. А вот задача повышения квалификации работников правоохранительных судебных органов, она ставится в наших национальных документах. Например, национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2018-2020 годы ставит эту задачу. Также обучение ставится задачей и в других наших стратегических программных документах. Вот для нас очень важно, что вот наш курс, он является полностью отечественным продуктом. В подготовке обучающих материалов принимали участие ведущие специалисты, профессора, доктора, кандидаты наук в области уголовного, процессуального, административного права, философии. Это были работники Верховного суда, Высшей школы правосудия, Генеральной прокуратуры, Академии Министерства внутренних дел, Славянского университета, Учебного центра адвокатов. И также работали и специалисты практики из кризисных центров. В целом свыше 20 человек принимали участие в разработке лекций, видеоматериалов, презентаций и всех других материалов.